Глава Чункиминского сельского управы Телегин Аманов за всю свою жизнь не видел так много воды в реке Чу. Были обильные дожди, много накопления снега. Вот резкое потепление и вот такая история. Сейчас в данный момент 51-52 куб воды в секунду идет. А раньше сколько было? А раньше максимум до 25 доходило. Большая вода в Чу пришла неделю назад. Обильные осадки и резкое потепление, вызвавшие таяние ледников, наводнили самую большую реку в северном регионе страны. Под угрозой размыва оказались дома, сельхозугодия, мосты и дороги. В данный момент идет угроза на том берегу. Там около 20 домов, проживает около 25 семей. И кроме этого, угроза этому мосту идет сейчас. Впервые за последние полвека уровень воды в реке Чу увеличился более чем в 2 раза. Этот мост, построенный 2 года назад, могло бы просто-напросто смыть огромным потоком воды, если бы местные жители и спасатели вовремя не спохватились и не начали укреплять русло реки. Спасать мост сельчане поначалу начали собственными силами. Если мост снесет, не знаю, что будет. Нам этот мост построили, вода уже размывает его, посмотрите. Когда ситуация приблизилась к критической, обратились за помощью в МЧС. Спасатели подогнали технику и укрепили наиболее уязвимые участки русла. Под угрозой сейчас стоят сельхозугодия, жилые дома, сараи и мосты, ведущие к Ашарам. В настоящее время населением проводятся работы, берегоукрепительные работы, а также привлечены силы МЧС. Значит, задействовано 2 единицы ХОВа, 1 экскаватор, 1 погрузчик. Этот мост для местных жителей единственная переправа на противоположный берег. По ту сторону люди засели поля, выращивают овощи, держат скотину в кошарах. Если вода разрушит мост, они понесут большие убытки. Через этот мост жители 2 сел проезжают на свои сельхозугодия, то есть около 1000 гектаров здесь. Есть орошаемые пашни, поливные, багара, сенокос и пастбища. Если это угрозу не предотвратить, то большая угроза будет. Между тем, на нескольких участках стратегической трассы Бишкек-Иссык-Куль вода вплотную подошла к магистрали, а кое-где ее частично разрушила. Спасателям удалось ликвидировать опасность, но работы по укреплению русла реки Чу будут продолжены, обещают в МЧС. Мы планируем сейчас провести на уязвимых, потенциально опасных участках, в первую очередь, обследование, провести предупредительные работы, проводим работу с населением. Уровень воды в реке и сегодня остается критическим. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время таяние ледников будет интенсивным, ожидаются ливни. Поэтому говорить о том, что вода пойдет на убыль, не приходится. По всей вероятности, угроза чрезвычайных ситуаций сохранится. Шавкат Тургаев, Азат Тантумаков. В настоящее время Чуйская область, Кыргызстан.